Здравствуйте, друзья! Итак, после небольшой бытовой встряски будней хотелось бы в очередной раз показать результат нашего тяжелого будничного труда. Показать и порадовать вас, что все не напрасно. У нас есть и маленькие радости тоже в виде счастливых пристройств. Когда их спасаешь, совсем никакой надежды и уверенности, что пристроятся, ведь собаки большие. А в нашей ситуации тем более никакой уверенности нет. Но все равно спасаю. Хочу поблагодарить вас всех, кто на протяжении многих лет остается с нами, помогает, а не критикует и не учит жить. Мы стараемся изо всех сил, даже когда хочется все бросить и убежать от этого ужаса, несправедливости и наездов. Спасибо самым верным нашим подписчикам, что не ведетесь на провокации и вбросы лживой информации. Итак, начнем с люкса. Приехал он к нам прямо на Новый год 30 декабря 2023 года, будучи пятимесячным щенком. В жуткий мороз, когда все собаки были в ППЖ в инее, тогда из этого вольера я забирала сразу 5. Про пушистого Дона, домашнюю Шелти и 2 коротколапиков я вам рассказывала ранее. Они все пристроены и все счастливы. И вот теперь уехал в семью, и люкс тоже. Хозяин спрашивает, откуда у него такого большого такие цирковые навыки. Может служить на 2 лапках. А вообще пес очень дружелюбный, неконфликтный и сразу подружился в семье с хозяйскими собаками, влился в коллектив. Несколько месяцев его ждала семья, и, наконец, он приехал. Будь счастлив, мальчишка с выразительными глазами. Не зря мы тебя спасали, ведь в далекой Германии для тебя была уготована семья. И значит, ты будешь жить, а мы будем вспоминать тебя и радоваться за тебя. Ой, какая красота-то! Какая красота! Активного пушистого в инее кобелька тоже забирала я в конце 23 года. Он весь был покрыт инеем, только глаза торчали, как очки. Поэтому и прозвище было «Очкарик». Как он прыгал и радовался, когда вывели из вольера и оформляли его, а он ждал на цепи, что забирают его наконец-то. Веселый по натуре, самодостаточный, всегда неунывающий, просидел у нас 1,5 года. И вот уехал в семью. Теперь люди не нарадуются такому веселому парню, такому позитивному прибавлению в их семье. Все с ним играют, прыгают, и он рад такому вниманию, с удовольствием позирует, бежит рядом с велосипедом. В общем, семья довольна, хвалит, не нахвалится. Все у всех хорошо, и я радуюсь проделанной работе. Будь счастлив, очкарик, а в настоящее время Оскар. If you want some loving, just let me know. If you need some loving, just tell me so. Следующий счастливчик – это Тростин. Когда забирала его из ППЖ зимой, ему далеко было до счастливчика. Он и половину своего веса не весил. Просто скелет, сидящий на будке в вольере ППЖ. Женщина, что сфотографировала, воскликнула: «Ой, какая тростинка!» Так и осталось за ним это прозвище Тростин. Забрала я тогда его. Когда выносили из вольера, то почему-то на руках. Возможно, сил не было идти. Скукожился, как креветка у рабочего. Только кости торчали, видим. В Москве по приезду он не ел, а хапал еду, не жуя. Видимо, очень давно не был сыт. Потом было восстановление. Долго приходил в себя. Оказался очень прыгучим. Любил прыгать высоко, но через заборы не пытался перемахнуть. И также более 1,5 лет просидел на передержке. Я не особо верила, что пристрою такого скакуна. Высокий, поджарый, активный, но счастливая звезда и ему улыбнулась. Море позитивных откликов, улыбок, приветов получаю я от семьи. Со словами: «Это самая лучшая собака на свете».
Вот это да. Ведь он практически чудом спасенный, у него не было ни одного шанса там выжить. И стал нужным, и стал людям на радость. И такие прекрасные приветы они присылают, и отзывы о нем. А вот эту хасочку хозяин откровенно бросил, переехав из старого дома в квартиру, забрав одну любимую собаку свою, а эта была не нужна и брошена. Сидела за изгородью в холод, в мороз, голодная, выла, скулила от одиночества, непонимания и голода. Подкармливала соседка иногда. Она и сообщила в соцсетях об этой собаке. Кто-то просил просто выпустить на улицу, где она бы сразу погибла. Кто-то так и сделал, выпустил ее все же, но она никуда не убегала и только лаяла и скулила. Некуда ей было идти. Осталась она одна, без хозяина. Вот тогда я ее и забрала. И недавно, по истечении полугода, живя в Москве, она наконец-то уехала в Германию. Сначала на передержку, где уже живет якутская собака. Ну а потом родственники этой передержки решили оставить ее себе. Уж очень она замечательная. Так еще одна душа обрела свой дом, где собак любят, где знают им цену. Собака живет в любви, ею довольны, передают приветы. И я радуюсь вместе с ними. Будь счастлива, собака Снежка. Собаку Киману я забирала по просьбе немцев еще в 23-м году. Тогда начинались морозы, а она была гладкошерстная. Сжалились они над ней и очень просили вывести. Я рассчитывала, что они ее вскоре заберут. Оказалось, что в ней корни стафа, а им такая не нужна. В принципе, и я не знаток и не любитель этих пород. Хорошо, что собака оказалась с замечательным характером, но, тем не менее, пристроить таких очень сложно. 1,5 года я не знала, что с ней делать, и осознавала, что зависнет у меня навсегда. А отсидев 1,5 года, и ей нашлась семья в Европе. Уехала наша девчушка. Приятно теперь видеть ее в хороших, надежных руках, нежиться на кровати, как будто всю жизнь здесь жила. Будь счастлива, милая девчушка Киману. Щенульку Нюшу спасли случайно в ноябре 24 года. Ее мать и сестер то ли вывезли куда-то, одним словом, погибли. Оставалась в живых одна только Нюша, случайно уцелевшая. Ее мне и пришлось тогда брать на кураторство. Очень умный, смышленый, жизнерадостный щенок. Но пристроить здесь и такого невозможно. Поэтому уехала она у нас недавно в Германию на пристройство к нашим единомышленникам. Быстро вписалась в коллектив, со всеми дружит, со всеми в хороших отношениях. Все ей там нравится. И будь счастлива, Нюшенька. О ее судьбе мы вам еще будем рассказывать. Все, забираем. Пошли домой. И еще один на сегодня шоколадный Норд. Далекий и страшный 22 год, когда у якутских собак началась мясорубка. Началась борьба с собаками. И много я тогда спасала, десятками.
в том числе и этого шоколадного парня. Выводили его из ППЖ, видим мы из архивного материала. Повезло ему тогда попасться мне на глаза. Спасла, вывезла и 2,5 года пристраивали. Но, слава богу, и он пристроился. В Европе, конечно же. Все хорошо и у него тоже. Тоже довольны люди и с благодарностью за спасение шлют приветы. Будь счастлив, Нордик. Мы так долго искали тебе семью, и ты заслужил ее. Ведь ты очень замечательный парень. Живи долго за всех, кому не суждено было выжить. Хочу сказать, друзья, что кроме тяжелых будней у нас есть и приятные стороны жизни. Как подумаю о том, что могла бы не спасти их тогда, если бы боялась трудностей, ответственности, или бы постоянно рассчитывала, стоит ли, смогу ли, на что содержать, то не было бы этих и многих других счастливых судеб, самых незащищенных животных на Земле. Каждая собака уникальна по-своему, со своим внутренним миром, переживаниями, и судьба каждой собаки зависит от того, кто мимо нее пройдет. Человек расчетливый, бездушный, боязливый, или тот, кто сжалится и сделает хоть что-то для этого существа. Конечно же, одному такую ношу не осилить. Благодаря вашей помощи, друзья, вашей поддержке, очень многие собаки были спасены и обрели свое счастье. Ваша помощь давала надежду, что смогу, что справлюсь. Да, сейчас тяжелые времена, и вы видите, что не бросаю, что пытаюсь и делаю. Спасибо всем, кто с нами, и спасибо каждому из вас.